Катехеза с князем Александром Фоминых на хвалях Радіо Марія. Хвала Христу, мои дорогие радиослухачи. Наши, не мои, только наши, конечно. Протягуємо сьогодні знову цикл конференції і розмовляємо з вами і розважаємо над плодом Духа Святого і аспектом, якого з'являється супокой. Один із аспектів плоду Духа Святого, їх є 9 цих аспектів, іменно то, що ось то, що Пан дає нам про сакраменти асабліва конфірмації, да, і дари, ось, і там дари, коли чоловік живе поводле, він користається цими дарами, живе поводле тих даров, то чоловік повинен приносити і плод так само. Да? І плод – це вираження нашого життя. Коли ми приносимо плод, то можна скільки разоў мы і шмат разоў казаць, што вось я хрысціянін, у мяне там штосьці такое, альо такое, калі чалавек, які глядзіць на хрысціяніна, на нас, то калі мы не жывём по этому, калі у нас не бачыць плод там, любові, ці радасці ў нас, да, ці там супакой у нашым сэрцы, то антисвідецтва. Тому, скажімо, дари, які ми отримали, вони особливо, ну, зараз скажу про так само сакраменти, з'являються дарами, да, які ми отримали, і потім то, що ми отримуємо в сакраменті, він повинен приносити свій плод. І менавіта плодом, передусім, з'являється наше свідчення нашого життя. І християнин это передусім чоловік, який живе поводле законів Божих, поводле того, що поводле пріоритетів. Не так давно ми розмовляли, виїхали, їздили в Солігорськ. Ось, і відвідуємо парафії, розмовляємо, розказуємо, повідаємо про Радіо Марія, свідчимо і розмовляли ми про пріоритети. Пріоритети, ось акурат так вийшло, що кажуть, вот у нас не може менше народу, а я кажу, ну у нас статистика так само, це місяці, коли розпочинаються дачі, кінець мая і весь червень, і ці там, наприклад, вересень, кастричник, коли розпочинається бульба, то люди зникають із костюла, і може і слухають менше Радіо Марія. Ну, на жаль, ніхто не каже, що цього не треба робити, але, на жаль, так, що у чоловік мало того, що він боїться, да, того, що там не хопить йому чогось, що да, нету супокою, але з другого боку, попросту він переставляє чоловік матеріальне, що там грошей не хопить, тому що треба працювати, там навіть в неділю треба працювати і інші речі, за духовне. Але духовне, ну, коли чоловік не має духовного, то і те матеріальне не поможе. Мой добрий сябра, мой такий, скажімо, чоловік, який сподорожничає духовно, ось він сказав, що я з собою два гарнитура, два костюма з собою не заберу, это правда. Там, или одна монахиня мне сказала, что я два хабита с собой не заберу, да, там в небо. Это правда. І кажемо, що в огулі матеріального не потрібно бути. Ну, є на матеріальній вісі потрібно, але тільки то, що з'являється пріоритетами, менавіто в этом потрібна віра. І ми з вами в этом розмовляли минулим разом, то, що, скажем, то, что чинил Израиль, протягиваем разважать супокой в старым заповети, да? То, что Израиль чинил, то, что он, скажем, поклонялся іншим богам, то, что он отходил от соправдного Бога, то, что там приносил ахвяры іншим богам и так далее, и так далее, и там то, что было, скажем, и были пленные, вавилонский этот был плен из выгнания, и приходили вороги на Израиля и так далее. Пан Бог, и он закликал про пророков до навертания. Это менавіта, знову вже повторяю, що це перше задання пророка. Пророк, він повинен, скажем, закликати до навертання, він з'являється вуснами Бога, да,
Пророк не каже ніколи ад сябе. Фальшывы пророк, якіх мы размаўлялі таксама, ён кажа ад сябе, каб грошы атрымаць. А калі такая прафесія была ў каралёў пры каралевскіх дварцах, размаўлялі ўжо, да, сапраўдны пророк, ён кажет правду и закликает до навертания. Правду кажучи, он и кажет, что Бог там, если не навернетесь, то будут у вас такие там казни, грозы, погрозьбы и іншие речи. Не глядячи на это, на вот коли и в полон трапляют вось израильтяне, и нападая хтось, да, Бог заўсёды блізкі быў да Ізраіля. Мы апошнім разам размаўлялі, нягледзячы на тыя такія вельмі сціплыя, вельмі грозныя такія выказванні пана Бога, ён заўсёды папросту хоча, каб народ вернулся да яго, вернулся на землю, якую он пан Бог дал, але перадусім, скажем, зноў это все з'яўляецца сімваламі такімі, каб чалавек вернулся ў неба, да, і мы чыталі апошні раз і высказыванне пророкаў, да, не глядячи на тое, што, скажем, этой грозьбы не заканчивается таким обещанием такого добра, добробыту, прихильности пана Бога, да. Пророк Осия в другом разделе, 23 верш: «Поселю ее для тебя на земле и помилую непомилованную. И скажу не моему народу, ты мой народ, и он скажет, ты мой Бог». Да? Пан Бог, народ Израиля был, есть такие, ну, скажем, такий образ для, вельми часто пан Бог называет, что народ Израиля является невестой, те нават они обрученные, да. И скажет, что даже непомилованная эта невеста, это станет, скажем, помилована, и народ будет уже не пана народом, не народом пана, только народом пана, да, и тогда они повинны навернуться и сказать, ты наш Бог. И Амос, 9 раздел, 14 верш. «И возвращу из плена народ мой Израиля, и застроят опустошенные города, и поселятся в них, насадят виноградники, и будут пить вино из них, разведут сады и станут есть плоды их». Знову обіцяння пана Бога, да, коли не навернутся и придут назад уже в свою землю, то они будут жить там, да. И Бог завсёды, скажем, Он признается в любви до человека. И пророк Иеремия, мы читали это уже фрагмент, или еще раз напомню, 31.3. «Издали явился ко мне Господь и сказал, любовью вечной я возлюбил тебя, а тому простер тебе свое благоволение». 4 верш. «И снова устрою тебя, и будешь устроена, дева Израиля, снова будешь украшаться тимпанами твоими и выходить в хороводе веселиться. Снова разведешь виноградники на горах Самарии, виноградники, которые будут разводить, виноградари, которые будут разводить их, сами будут пользоваться ими». Да, Бог николи не забывает о человеке, Бог любит человека, и Он обещает избавление, обещает снова то, что Он будет прихильным для человека, то, что Он будет, скажем, вернется от эту свою любовь. И не только вернет свою любовь, але так само заключит новый заповет. Вот, этот новый заповет, это, скажем, это такие часы, о которых мы, скажем, казали, да, это новые часы мессианские, так называемые часы мессианские, которые распочнутся на земле, але это часы, которые эсхатологичные, да, это час, коли в огуле часу не будет, да, это будет небо. И Иеремия 31 кажет так: «Вот наступят дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, как я заключил с отцами их, а тот день, когда взял их
И они нарушили, хотя я и остался в союзе с ними, говорит, хотя я остался в союзе с ними, говорит Господь. Но завет, который я заключу с Домом Израилевым, после тех дней напишу его, и буду им Богом, они будут мне народом. Напишу, а где заповет? Это на серцах менавіта знов Бог про святого Павла потом скажет другим разделам, что мы такие послания святого, да, мы Божие послания не написаны уже не на каменных таблицах, только это все написано на наших сердцах. И 57 раздел из пророка Исаии, я уже так само мы читали это, Пан Бог сказал, и сказал, поднимите и равняйте путь, убирайте преграду с пути народа моего, да, равнять путь, шлях равнять, там преграду, перешкоду убрать, скажем, то поверить, принять. И далее наприконцы Пан каже, и исполню слово, мир дальнему и ближнему, говорит Господь, и исцелю его. То Пан Бог виконає своє слово, і он принесе супокой, принесе супокой, і дасть супокой, і вольє супокой. І менавіта ось этот досконалый супокой, он предсказаны пророками, коли в таким сенсе, уже коли прийде месіянська ера. Да, это предсказано про коли прийде Мессия. Мы видим, что Мессия, мы христиане верим, что Мессия пришел, это Иисус Христос, да, само слово его, Христос, да, слово греческое, оно означает помазанный, да, тем Мессия, Мишаяху, по гебрейскому так само, значит, помазан. Коли прийде этот помазанец Божий, то и он принесе супокой, и в нем откроется этот супокой, то и он будет, это часы будут такие, скажем, на земле распочнутся, мы там уже, коли будем размовлять с вами о справах новых заповедов, то будем бачить больше то, что Иисус Христос оправдывается, является этим Мессией. А? Перед этим пророки предсказывали. Но вот когда человек согрешил, то написано 3.15 книга Бытия про то Евангелие, что будет избавление. Да, Бог николи не покидал своего народа. Это, я повторяю это вельми часто, но завсёды, что люди верили, это правдиві, поверьте, что Бог вас не своего народа Израиля, не человека, он николи не покидал. Мы николи не покинутые Паном Богом. Ну, одразу ж будет питання, а чому так? Да? Чому там захворів чоловік, чому помер хтось, чому інші речі? Да? Это не от того, что Пан Бог человека покинул, только человек Пана Бога покинул, и мы маем то, что маем. Да? А як навернуться, об этом так само будем о сакраментах оздоровления размовлять з вами, зараз о сакраментах християнского втаємничення ось розмовляємо. І Пан Бог, він сапраўды, ён не толькі абяцае, он чыніць гэты супакой, да, эту предсказанную эру, досконалый, вечный супакой мессианский, якую пророки подказали. И он хочет не только предсказывает, а хочет, как мы жили там, да, как мы жили в этом супокоем, как мы наполнялись этим супокоем, как сапраўды стали детьми Божьими, если больше и больше становились. Еремия, 32 раздел, с 15 верша и далее, да. «Доколе не изольется на вас дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будет чистым лесом, когда суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на плодоносном поле. И делом правды будет мир, и плодом правосудия спокойствие и безопасность вовеки. Тогда народ мой будет жить в обители мира и в селениях безопасных и покоящихся блаженных». Пророк Исаия, 32 раздел,
Это Исаия Ваулина, таким, скажем, называют таким пророком мессианским, хоча ж у шмат великих пророков есть. Это Святой Петр в своей, так скажем, казании Киригме, он сказал, что все пророки писали об Иисусе Христе, но коли там покопаться глубоко, то напевно будет, что этот пророк Иеремия, он такой пророк мессианский, пророк, какой он называет пятым евангелистом, вельми моцно пишет такое, да? «Доколе не зальется на вас дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будет чистаться лесом». Да? Ось вже пророки предказували Духа Святого, який просто принесе перемены в наше сердце, перемены, скажем, в життя человечего. То, что будет, скажем, то, что Бог нам запланувал подчас того, як Он нас сотворил, да? И запланувал, скажем, для добра для нас. И тогда народ будет жить в обители мира, в селениях безопасных и покоящихся блаженных. 32:18, да? Для чего это робится все? Как народ, Божий народ от початку, мы уже там указали, что он был и является народом выбранным, как он мог жить в питости с упокою и, скажем, со своими ближними. И Бог такой есть, который треба в это поверить. Исайя 66, 10 и далее. «Возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь, что в нем все любящие его. Возрадуйтесь. Они радуйтесь и тогда суд воздворится, и в пустыне правосудие будет пребывать на плодоносном поле. Делом прибытия будет мир, а плодом правосудия спокойствие и безопасность вовеки. Тогда народ мой будет жить в обители мира, в селениях безопасных и покоящихся ближних. Доколе не зальется на них дух выше. Да? Просто есть так, что человек может перемениться, и только снова эта пустыня может перемениться в сад только тогда, когда человек наполнится Духом Святым. Это снова это мессианская эра, предсказание того, что будет перемена якась. Да? И пока перемена внутренняя перед усим, перемена тому, что человек сам не может перемениться на своей греховной натуре, и человек не может стать одразу святым. Да? Хотя ж и Пан Бог и в вторым заповеті закликає, будьте святі, як я свят. Пан Бог хоче, щоб ми були святими. Или, коли молимся молитву «Отче наш, да святится имя Твое, да святится имя Твое», мы узнаем, что имя Бога святое, и Бог хочет, чтобы мы так само освящались, и чтобы мы были святыми. И Пан Бог в эти часы, Он обещает, что народ мой будет тогда народ мой будет жить в обители мира, в селениях безопасных и покоящихся блаженных. Что народ будет жить попросту такой, в монастыре, да, в обитель с упокою, да, супокой будет. И завсёды будет, Бог будет с ним, и пильновать его будет шукать, скажем, добрых, да. И менавіта и суд о суде пишет Бог, христиане мы не повинны такого суда бояться, когда человек верит, то его этот суд аминь, да, и суд будет над іншими з кимось. Не бояться, не полохаться того, скажем, что, для чего Пан Бог человека покликал, да, ось, народ он покликал, скажем, перед всем человек покликан был для супольности с Паном Богом и не бояться, да, он будет жить в этом супокое. 66 раздел Исаии 66 и далее. «Возвеселитесь с Иерусалимом, радуйтесь о нем, все любящие его, возрадуйтесь с ним радостью, все сетующие в нем».
чтобы нам питаться и насыщаться от сосцов утешения Его. Упитывайся и наслаждайся преизбытком славы Его. Ибо вот Господь, говорит Господь, я направлю к Нему мир, как реку, и богатство народов, как разливающийся поток для наслаждения вашего, и в руках ваших будут носить вас, на руках носить, и на коленях ласкать, как утешает кого-то мать, и вот так утешу я, и вы будете утешены в Иерусалиме. Передусім, знову это вертание из плена, да, вертание из плена, обещание вертания из плена. Но коли домой вертаются, то завсёды радость есть. 37-й псалом написали ось люди, які написали, что на берегах сидели мы и плакали, да, на берегах рек этих вавилонских сидели мы и плакали. Плакали тому, что не были дома, то, что забрали этих людей из дому. Или Бог хочет, чтобы человек глядел не только на такой земной дом, да, но передусім на дом, який збудований в небе, да, и мы, каждый из нас, мы записаны в этом списке до неба, да, через хрост. Но, опять же, залежит от каждого из нас, что это будет эта ниша заполненная, да, чи она будет пустая. И Бог, Он любит человека такого, как он есть, или не только, скажем, 49 есть ось раздел, 15 вірш, там Пан Бог каже, что забудет ли женщина грудное дитя свое, если она не пожалеет сына чрева твоего, то я не забуду тебя никогда. В 66 разделе, 13 вірш, мы 66 разбираем, зараз аккурат разважает нам над этим, как утешает кого-либо мать его, так утешу я и вас, и вы будете утешены в Иерусалиме. Пан Бог хочет потешить человека, Пан хочет завсюду хочет быть с этим человеком, Пан хочет, выходить в життя человека, и он же входит на прикладе своего народа, Пан Бог входит в життя своего народа, да, и он кажет ему, как яны ели и насычались, да, и они жили по-божьему, как яны, этот народ виконував заповіді, да, не со страху, только с любові до Пана Бога. І тоді буде утішення від самого Пана Бога. І в 13 разделе, да, написано, в 13 разделе 13 верш, 66 раздел. «Как утешает кого-либо мать его, так утешу я и вас, и вы будете утешены в Иерусалиме». Так, як маті. Маті потішає, маті вельми дорогой человек. Бог так само хочет потешать нас, каждого из нас. И хочет, чтобы мы жили справді счастливо. Это одна из цех Пана Бога. І він любить як маті, як любить як отець, як батько, любить як, не знаю, хто там ще є. Ми ось вельми часто отрымливается так, что сравниваем, да, с любовью к матери, да. Бог любит еще больше. И справді это сутешение будет, это сутешение обещает Иерусалим, или перед всем это сутешение Нового Заповета. Иеремия 33:6. «Вот я приложу ему пластырь и целебные средства, и врачу их, и открою им обилие мира истины». Да, это оздоровление духовное, дякуючи Ісусу Христу, дякуючи Мессии, який прийде, і він з'являється найлепшим лікарством, він з'являється найлепшим сам лікарем. И уврачу их и открою им обилие мира истины. Да? Бог хочет эту правду открыть, Бог хочет этот супокой нам дать и открыть, как мы это бачили, как мы не только бачили, але так само человек повинен жить в этом, да? И снова Иезекииль 37:26. «И заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними,
и устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище мое навеки». Видаете, мы уже об этом крыху так само размовляли. Когда Израиль вышел из Египта, то в книге Лічбаў есть такая, скажем, как бы правило, как повинны размещаться наметы израильтян по разным поколениям. И тут Пан Езус скажет, что «и поставлю среди них святилище свое навеки». Но это, далее поглядеть эти часы мессианские, это Иисус Христос, який прийшов в нашу сироді, яким святой Ян пишет, что слово сталося тело, и поселилося між нами. Это шекина, это Божья моц, Божья слава, она поселилась в Иисусе Христе, как она поселялась колись в шатре зустрічі, коли Израиль ходил по пустыне, да, и заключи с ними завет мира, да, завет супокою. Менавіта это предсказание Бога, что будет этот заповед супокою, что уже не будет ни войны, ни смерти, ни інших речей, да, які непокоят нас. Это такие часы мессианские, коли будет воскресение. Кто принес это воскресение? Ну, конечно, Пан Езус. И заповед перед усім супокою, да, супокою, где есть Пан Бог, там знов супокой, в небе завсёды супокой, але не только, как мы же были людьми супокоя, как мы жили так, да, и памятали, что так само есть Пан Бог добрый, любит, але и Он так само суде справедливый. Михея 4 раздел, 3 верш. «И будет Он судить многие народы, и обличит многие племена в отделениях, в отдельных странах. И перекуют они мечи свои на орала, и копья свои на серпы, и не поднимут, и не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Это пророк Михей. Ось такие самые слова, подобные, вельми подобные, есть у пророка Ісаї, які ми на следующий раз, наступним разом порозважаем, да. «И не будет судить многие народы, и обличит многие племена в отделенных странах». Да. Бог не хочет нас покарать, скажем. На жаль, вельми шмат людей, вони бачать Пана Бога такого, який просто з'являється тільки катом якимось, там стоїть і тільки хоче чоловіка покарати. Ні, Бог хоче, щоб чоловік навернувся. В отдельных, и перекуют они мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Есть такая скульптура такая, перекуем мечи на орала, ну, из Библии взята, из пророка Михея, так само из пророка Исаии. И как было сапраўды, это был супокой назавсёды. И не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Да, это вельми страшно, коли народ из якихось там амбіцій розпочинає війну. Да. Ці політичні амбіції, ці це там національні якісь амбіції, да, ці це, амбіції то, що ви зброю десь там старую выкинуть, а и новую досвідчить, что як там новое, да, ну, Пан Бог каже, что об этом, да, что не будет уже воевать, не будет оча применять, перекуют мечи на орала, да, эту приладу смерти перекують на приладу життя, якое пашуть поля, і дякуючи тому паханню поля був тінець. Ось, и не будут больше учиться воевать, да, человек, ну, откуда война взялась, откуда взялось это все, да, человек согрешил, человек. И далее в Псалме 72, 6 верш: «Он сойдет, как дождь на скопившихся луг, как капли, орошающие землю. В те дни его процветет праведник, и будет обилие мира, доколе не перестанет луна». Он сойдет на, он дотычет Пана Бога, и он как дождь, он сойдет на такую, ну, скажем, засохлую землю человечих сердцев.
хоче зробити це змягкі ці серця, дякуючи Духу Святому. І менавіта сам Бог, який приходить на землю, який, скажем, Бог стається чоловіком, то він з'являється таким князем супокою. Пророк Исаия перед тем, как Пан Иисус народился, то и он написал это, и там я уже по минулым разом казал, мы это чуем подчас святого часу Адвенту и подчас святого часу Божьего народжения. 9 раздел Исаии с 1 по 7 верш. «Прежде время умолило землю Завулонову и землю Нефталимову. Последующее возвеселит приморский путь, за Орденскую сторону галерею язычников. Народ, ходящий во тьме, будет судить вечно. И вот, народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертельный свет воссияет». Да? И так умножишь народ, увеличишь радость его, он будет веселиться перед тобою, как веселится во время жатвы, как радуется при разделе добычи. И этот фрагмент, он дотычит так само Иисуса Христа, то, что Иисус Христос поселился в Галилее, язычников там проповедовал, дейничал там. Ось. И менавіта тут есть народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ну, видите, что в тем разовсюду есть страх, да, где есть страх, там нема покою. И Бог хочет сам, да Он заявляется светлом, Бог хочет сам объявить это светло про Мессию, про Иисуса Христа, ось, и что менавіта сам Иисус потом скажет: «Я светло свету», 8:12, послание, не послание, только Евангелие по поводу святого Иоанна. «Я свет свету, да, кто ходит за мной, не будет ходить в темру, только будет иметь светло життя». Менавіта Бог открывает, да, народ, ходящий во тьме. Весь христианский люд, який, скажем, ну, передусім, это был, тоді казалось про народ Израиля, але зараз это дотычит нас. Израиль так само, и он сидел во тьме, потому что были неверия, был захоп, была депортация из Израиля и ось на землі в Халдеям, ось Вавилонскую сторону, в Вавилонский бок. И тут несподівано, что який народ сидел во тьме, он увидит светло великое. Светло великое – это сам Пан Бог, и он светло непомерное, да. Вот, и ось далее, 3 стих: «И умножишь народ, увеличишь радость его, он будет веселиться перед тобою, как веселятся во время жезл жертвы». И умножишь народ, увеличишь радость, и он будет веселиться перед тобой, как веселится во время жатвы, как радуется при разделе добычи. Жатва, да, коли, перепрошую, что у меня, жатва, коли есть жатва, то народ веселится, да. «Ибо ярмо, тяготевшие его, и жезл, поражающий его, и трость, притеснители его были сокрушены, ты сокрушишь, как в день Мидиама». Ну, Мидиам – это был народ Мадіям, это была країна, яка завсюди нападала на Израиль, ну, где было завсюди Израиль змагався за тими мадіанітами. Тяжкости были разные, а Пан Бог обещает, что просто, ну, будет, этот Мадіам уже был быть переможенный будет. 5 верш: «Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню». То есть не будет войны, не будет, скажем, проливаться кровь. Именно ось это то, что предсказывает нам Библия, того незвичайного младенца, незвичайного немовля, який буде справді чоловіком, який принесе цей супокой
6:7. «И младенец родился нам, сын нам дан. Владычество его на раменах его, и нарекут ему имя Чудесный советник, Бог крепкий, Отец верности, Князь мира». Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою, отныне и до веки. Ревность Господа Саваофа соделает это. Незвичайний младенец, незвичайная дитятка, предсказанная пророками, сын, да, его владарство на его раменах. Мы ведаем, что Иисус Христос является Богом и человеком. Именно это владарство на сапраўды на раменах Иисуса Христа. Ось і сапраўды такой знак великий, да? И будем младенец даден нам, сын дам, владычество на раменах его, нарекут имя. Сын чудесный советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Бог супокоя, да, дратчик, Бог супокою, Отец верный, Князь супокою. Бог сапраўды, он з'являється творцем супокою. Бог з'являється тим, який підтримує супокой, який хоче, щоб супокой був. Але, на жаль, что человек не слухает Пана Бога, да? Человек повинен навернуться до Пана Бога. И у нас было перед опошней неделей было это питание об любові до родимой. Ну, нема такого, там в Біблії немає, я прошукав всі, є тільки попросту, скажем, то, що ми заховуємося, да? Як ми себе ведемо по поводинах наших. І так само тут чоловік не хоче зробити этого, да? Що йому повинно зробити, але Бог хоче, щоб був чоловік в раї, ібо младенець родиться вам. Сын дан вам будет, владычество его на раменах его, и нарекут ему имя Чудесный советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Князь супокою по-белорусски, по-российски мира, супокой, да. И умножится владычество его в мире, нет предела на престоле Давида. Мы уже с вами размовляли колись о пророцтвах, да, что будет досконалый Давид, об этом тоже так само колись размовляем, досконалый Давид. И нащадок Давида. Давид был только продком, да, из Христа нащадок, и он научит сапраўды, научит и розним речам, и добрым речам. Мессия знищит подделы, да, ворожа знищит, пророк Исаия 9:9 и далее. Ликуй и радуйся, чер Сиона, торжествуй, чер Иерусалима, се царь твой грядет к тебе, праведный и справедливый, кроткий, сидевший на ослице и на молодом осле, сыне неподеремный. Тогда истреблю колесницы у Ефрема, коней у Иерусалима, и сокрушен будет багряный лук. Так он воззовет к тебе, возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря, и от реки до реки, до концов земли. Радуйся, да, так само Бог называет дочкой, называет народ Израиля. Радуйся и веселися, дочка Иерусалима, потому что царь твой едет на справедливый, який збавитель, який тихий, да, який сидит на ослице, а не на молодом осле, сыне подневольной. Осел, или осел является, скажем, символом супокою у евреев. Коли пан Иисус уехал бы в Иерусалим бы на коне, то
Большинство фарисеев и книжников подумало, что он приехал там, да, объявить войну. И он, скажем, приехал обвестить мир, так как тут у пророка Исаии в Старом заповете еще есть. И он, скажем, Исаия, Бог закликает, что он приходит, как бы обвестить нам мир, не на покарание, только обвестить нам супокой, это правда. Бог хочет, чтобы мы жили в супокое, да, Бог хочет, чтобы мы жили счастливо. И тоже наступный фрагмент. Мессия, он восстановит гармонию, 11 раздел, 11 долей. Нам эти тексты уже чули подчас Божого народжения, подчас Адвенту, але я прочитаю еще раз, это не шмат будет, я так думаю. И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветер произрастет от корня его, и посечет на нем, починет над нем дух Господень, дух премудрости и разума, крепости, дух ведения и благодарности. Ну, менавіта эти 7 даров, да, ось які описує пророк Ісая, мы в них уже размовляли, это 7 даров Духа Святого, коли сойдет Дух Святой, но перед всем на Мессию, может, на Мессию уже зашел, только сошел, да, на нас повинен быть так само. А ось этот дух. И отрасль с корня Исеева, да, отрасль Исеева, мы видим, что это был прапрадед, какой-то там дед был Иисуса Христа, это был сын, не сын, только батька Давида, да, Давид был выбранный Паном Богом, и почнет ось. Менавіта з його роду повинен, з роду з колена Давидова народиться Мессия, и почнет на нем дух Господень, дух праведности и разума, дух совета, крепости, дух веления, благочестия. Обо всех таких дарах, скажем, мы уже с вами размовляли. А перший из них – мудрость, потому что человек повинен соправды быть мудрым. Мы там забудем о своем, клопотиться о своем, скажем, становище, как я тут на земле живу, так это будет становище мое в небе. Ось, и должны ось, и эти дары, які Пан Бог дав, вони описаны в этой книге пророка Исаии в 11 разделе, читается это Евангелие на Божие народжение. Далее 3 верши далее. «И страхом Господним исполнятся и будут судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет служить будет судить, переписаю, что-то сегодня у меня как-то крутится в голове все. И страхом Господним исполнится и будет судить не по взгляду очей своих, но по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого, и будет перепоясываем чресел его правда, перепоясыванием бедер его истина. Мессия, який он восстановит гармонию, да, он восстановит гармонию, и то, что далее будет, да, и тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и волк будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись из медведицу, и детеныши ее будут лежать вместе, и лев, и волк будут есть солома, и младенец будет играть над норою и аспида. Дитя протянет руку свою на гнездо змеи, и будут
не будут делать зла и вреда на всей гире моей, ибо земля будет наполнена видением Господа, как вода наполняет море, и будет в тот день корней Сеева, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава, и будет слава, да, будет гармония на земле. Мессия, он не только принесе супокой да радость, пророк Захария пишет, что ликует сердце Иона, да торжествуй царь Иерусалима, ибо царь грядет твой, праведный и спасающийся, который сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подыремный осел. Это уже казалось, что это знак супокоя. Пан Иисус уехал там на осле, и он хотел показать, что он приезжает с супокоем. Да, именно эти часы, конечно, это часы эсхатологичные, это часы, может, в небе, потому что, як скажуть зараз, а где супокой? Но пан Иисус, уже это пророцтво виконалося, да? Коли буде супокой в твоєму серці, то і врешті буде супокой навколо тебе. Исайя 65:25, так само восстановление этой гармонии. Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как волк, будет есть солому, а для змеи и прах будет пищей. Они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь. Ось еще у нас будет одна конференция на эту тему, на тему мессианскую. И поразмовляем уже с вами то, что, скажем, то, что было такое обещание, да, Бог обещает, Он дає. Ось, и то, что супокой этот он будет человек, он не только обещанный, или Бог хочет, как этот супокой у нас был, да. И снова пророчество, это и пророка Исаии, как он хочет, как все народы жили в супокое. На этом закончим сегодня конференцию. Я перепрошаю, что у меня так сегодня было, блудалось мне там в голове, и перепрошаю, может, то, что там незрозуміло було. Але наступним разом там протягнемо, ще повторимо те, що сьогодні було. І нехай вас Пан Бог благословляє. Нехай вливає в ваше серце справді этот супокой, щоб ми були людьми супокою. Амінь. Катехеза з князем Олександром Фоміних на хвалях Радіо Марія.